أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, Всевышний Аллах сделал молитву одним из самых главных признаков мусульманина. Из всех поклонений молитва – это единственное поклонение, вмененное в обязанность Всевышним Творцом, путем вознесения своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Сам факт небесного вознесения указывает на величие и достоинство молитвы. Последним завещанием посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, перед тем, как покинуть этот мир, были слова «молитва, молитва». Он завещал своим сподвижникам и тем, кто придет после них, строго совершать намаз. У кого будет принята молитва, тому будут облегчены дальнейшие испытания в могиле, при отчете и в день суда. У кого же молитва не будет принята, тот подвергнется тяжким страданиям во всех следующих этапах. Мы видим в мечетях и маджлисах, как люди совершают молитву разным образом, спешат при выпрямлении и поклоне и не соблюдают обязательную паузу. Ученые, донесшие до нас шариат посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, разъяснили, что у молитвы есть обязательные составные, оставление одного из которых нарушает всю молитву. У нее также есть условия, которые нужно соблюдать. Ученые, изучив шариатские тексты из Корана и Сунны, действия посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего и его жизнеописания, установили порядок совершения молитвы. Так они объяснили, что такое-то действие является обязательным, такое-то желательным, а другое нежелательным или запретным. Одна из самых главных обязанностей намаза – это правильное чтение суры Аль-Фатиха и ташахуда. Это обязательная составная часть, без которой намаз будет недействительным. Сегодня мы хотим затронуть одно из условий намаза – соблюдение обязательной паузы при поясном поклоне, выпрямлении, земных поклонах и между двумя земными поклонами. Во всех этих действиях должна присутствовать пауза. Например, совершив поясной поклон, человек должен соблюсти паузу в таком положении примерно столько времени, сколько требуется для произнесения «Субханаллах». Если же человек выпрямится сразу же после поклона, не сделав минимальную паузу, как мы часто наблюдаем у некоторых людей, которые сразу же начинают опускаться для земного поклона, не успев выпрямить спину после слов «Сами Аллаху лиман хамида», то в таком случае молитва не будет действительной, потому что обязательный минимум не был соблюден. Откуда мы это знаем? Из слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Намаз человека не будет действителен, пока он не выпрямит свою спину во время поясного и земного поклона. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел одного человека, который неправильно совершал поясной и земной поклоны. Его земной поклон был подобен клеванию птицы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал, что если бы этот человек умер в таком положении, то умер бы он не в религии пророка, мир ему и благословение Всевышнего. Это очень опасно. Сойти с пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сделал ему замечание за такую молитву, за его оплошность в совершении поясного и земного поклонов. Поэтому ученые, изучив слова и действия любимца Всевышнего, мир ему и благословение Всевышнего, вывели условия и обязательные составные молитвы. Как же мусульманину достичь той правильной формы соблюдения паузы? Необходимо наличие смиренности. Смиренность – это осознание человека, перед кем он стоит и кому совершает намаз. Что он молится тому, кто создал его и властвует над ним, и кто сотворил вселенную, Всевышнему Аллаху. Чтобы его органы и сердце были смиренны, восхваляя своего Творца, только тогда молитва его будет полноценной. Великого ученого и праведника Хатима аль-Ассам спросили, как он достиг такой смиренности, спокойствия и трепетности в молитве. Хатим аль-Ассам описал свою молитву. И какое же это прекрасное описание! Будь наши молитвы схожи с ним, они были бы совершенными и великими. Он сказал, что начинает молитву словами «Аллаху Акбар», представляя перед собой священную мечеть Аль-Харам, а под ногами мост над адом. Этот мост острее меча.
и тот, кто свалится с него, будет падать в ад в течение 70 лет. Пусть Аллах упасет нас от такой участи. Он представляет этот мост у себя под ногами, справа представляет рай, слева ад. Если бы мы совершали молитву, видя слева от себя ад, то выполняли бы ее максимально искренне и полноценно. Таким же образом, если бы лицезрели справа от себя рай. Затем он говорит, что сзади представляет ангела смерти, а затем наблюдающего за его молитвой посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Какими же счастливыми были сподвижники, которых воспитал сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, которых озарял свет его благословенного лика. Какой же прекрасной была их молитва, наполненная ощущением божественного присутствия. Затем он говорит, что совершает молитву так, будто это его последний намаз, после которого он умрет. Какая же смиренность должна присутствовать в такой молитве? Он входит в молитву, возвеличивая Господа миров со словами «Аллаху Акбар» и начинает размышлять над чтением суры Аль-Фатиха. Совершает поясной поклон, восхваляя Творца, затем опускается для земного поклона. Под конец он читает слова приветствия «Ат-Таслим», завершая молитву размышлением, принята ли она или нет. Вот почему Всевышний сказал в Коране: «Воистину преуспели верующие, которые смиренны в своих намазах». Пусть Всевышний сделает нас из тех, кто совершает молитву с полноценной смиренностью и искренностью. Пусть Аллах дарует нам благой конец и сделает нашу молитву залогом принятия всех остальных дел в день страшного суда.